Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках. В эфире Беринчи радио, программа «Национальный банк сообщает», у микрофона Ирина Егенбаева. В настоящее время банк является организацией, без которой нельзя представить себе повседневную жизнь человека, начиная от простого гражданина до крупных компаний и предпринимателей. Широкий спектр услуг банка включает помимо предоставления кредитов, открытия расчетных счетов и депозитов, денежных переводов и других традиционных услуг. Банки с каждым днем расширяют их перечень и обеспечивают новые методы доступа к услугам, как, например, интернет-банкинг, электронные деньги и другие способы. В этой связи все сложнее становится определить, в какой банк обратиться, и вдвойне такой вопрос становится критичным при вложении денежных средств в тот или иной банк. Сегодня в программе «Национальный банк сообщает» наш разговор о том, как вкладчики оценивают финансовое состояние коммерческого банка в нашей стране. В программе принимают участие начальник отдела методологии надзора Национального банка Кыргызской Республики Нургуль Ташбекова. Нургуль Микрамовна, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что у многих вкладчиков нет-нет возникает вопрос, как же можно оценить финансовое состояние того или иного коммерческого банка. Но хотелось бы, чтобы вы сегодня начали с того, с чего же все-таки начать рассмотрение и выбор банка вкладчику или инвестору для открытия депозита в банке или, может быть, осуществления других вложений. Спасибо, очень хороший вопрос. Так уж сложилось в реалии наших сегодняшних дней, что банк стал такой организацией, без которой нельзя представить себе нашу повседневную жизнь. Основными моментами, которыми для определения надежности банка, как утверждают финансовые эксперты, и, безусловно, мы не можем с этим не согласиться, являются следующие аспекты. Это первое условие – это наличие лицензии и отсутствие каких-либо ограничений в деятельности банка. Об этом информацию заинтересованные лица могут получить на сайте Национального банка, о регистрации банка, наличии лицензии на проведение определенных банковских операций и принятых определенных ограничений, если эти ограничения имеются для этого банка. Также важной является информация об учредителях и акционерах банка. Информация, кто является текущим акционером банка, историю банка публикует каждый банк на своем собственном веб-сайте. В случае, если акционером является юридическое лицо, в том числе зарубежное, наверное, это более целесообразно также изучить более подробно об этом акционере и о других источниках в интернет-ресурсах. Кроме того, следующим, наверное, важным аспектом в изучении банка является рейтинг этого банка. Большинство зарубежных крупных банков имеют определенные международные рейтинги, присвоенные специальными рейтинговыми агентствами. В отдельных странах существуют свои собственные рейтинговые агентства, например, в России. Своя какая-то определенная рейтинговая система. Но необходимо ответить, что в Кыргызской республике на сегодняшний день наши банки не имеют никаких международных рейтингов. Также у нас нет ни своей национальной рейтинговой системы. Но наши финансово-экономические сайты формируют свои рейтинги и проводят анализ финансовых показателей. Это тоже в какой-то степени может служить определенным ориентиром. Следующим, наверное, фактором для изучения являются финансовые показатели банка. Любое заинтересованное лицо может провести свой анализ финансовых показателей на основе финансовых отчетов и другой финансовой информации, которая является общедоступной на веб-сайтах банков, в офисах банках. Кроме того, важна, наверное, информация, которая об этом банке имеется в средствах массовой информации. Любая информация о банке, в особенности негативная, как, например, в случае мошенничества, применения определенных мер воздействия со стороны регулятора и другая информация, влияющая на репутацию акционеров или руководства банка, должна в определенной степени настораживать и требовать более тщательного изучения со стороны любого заинтересованного лица. Конечно, наиболее трудной задачей из перечисленных представляется анализ финансовых показателей на основе финансовой отчетности, поскольку это требует определенных, скажем так, специальных финансовых знаний и в определенной степени может ввести в заблуждение пользователей, не обладающих таковыми знаниями. В этой связи получение общего представления о видах финансовых отчетов, структуре, значении каждого отчета является актуальным вопросом на сегодняшний день. Что представляет собой финансовая отчетность и какие именно финансовые отчеты должны быть у того или иного коммерческого банка? Основной целью подготовки финансовой отчетности является предоставление широкому кругу пользователей, то бишь акционеры, инвесторы,
вкладчики информации о финансовом состоянии, финансовых результатах деятельности этого банка, определенных изменениях в капитале, движении денежных средств и другая полезная информация. Отчетным периодом финансовой отчетности является финансовый год, период с 1 января по 31 декабря. Кроме этого, в промежуток банки составляют промежуточную финансовую отчетность за каждый квартал, месяц, в котором отражается финансовое состояние за этот отчетный период. Необходимо отметить, что финансовая отчетность каждого банка проверяется независимыми аудиторскими организациями для подтверждения достоверности финансовой отчетности, по итогам которого формируется определенное специальное аудиторское заключение. Все отчеты и вместе с ним аудиторское заключение должны быть опубликованы в виде брошюры и быть доступны в банке. То есть при первом требовании они должны быть всегда доступны для ознакомления всеми заинтересованными лицами. Основными компонентами финансовой отчетности являются отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет об изменении в собственном капитале, отчет о движении денежных средств и примечание к финансовой отчетности. Нургуль Микрамовна, что раскрывается в каждом из отчетов комплекта финансовой отчетности банка и на какие финансовые показатели в данных отчетах стоит обратить, я думаю, может быть, особое внимание? Да, если позволите, я, наверное, кратко и в наиболее доступной форме постараюсь остановиться на том, из чего состоит каждый из видов отчета, который имеется в деятельности банков. Основным документом, отражающим финансовое состояние банка, является отчет о финансовом положении, или еще, как его называют, бухгалтерским балансом. Он содержит структурированные данные об активах, обязательствах, собственном капитале банка на определенное время, а также сравнительную информацию за предыдущий год. Анализ активов можно начать с рассмотрения их как динамики, то есть сравнения финансовых показателей на текущую дату с предыдущим периодом. Резкое увеличение или уменьшение в статьях активов говорит о значительных событиях финансовой деятельности банка, информация о которых может быть также найдена в примечаниях к этому отчету. При рассмотрении обязательств банка необходимо оценить счета и депозиты клиентов. Если доля таких обязательств большая, то банк является зависимым от средств клиентов и уязвимым при оттоке этих депозитов. Аналогично, как при рассмотрении активов, также следует изучать динамику обязательств за несколько последних периодов и определить сильные колебания в статьях обязательств, связанных с активами банка и движением денежных средств. Также необходимо отметить, что собственные источники ресурсов банка отражаются в капитале банка. Чем больше размер собственного капитала банка, тем больше устойчивости он будет обладать при оттоке денежных средств. Информация о движении собственного капитала и его компонентов на начало и конец отчетного периода может быть получена как раз из отчета об изменениях в собственном капитале. Что касается того, что показателем результативности работы банка, можно получить информацию об этом из отчета о совокупном доходе. То есть совокупный доход – это сумма всех статей доходов и расходов банка, либо по-другому это чистая прибыль. Сумма, которая остается у банка после вычета всех расходов банка, в том числе на уплату налогов. Например, если высокая прибыль при прочих равных условиях свидетельствует об эффективном управлении банком своими активами и ресурсами, а наличие убытков, наоборот, как негативный фактор, говорящий о проблемах в банке. Другим ценным источником информации о поступлениях и выплатах денежных средств и их эквивалентов является отчет о движении денежных средств. Отчет делится на 3 блока. Это операционная, инвестиционная или финансовая деятельность. Основным источником поступлений денежных средств банка является его операционная деятельность, то есть получение доходов, которые связаны с предоставлением услуг. То есть это кредитование, расчетно-кассовое обслуживание и других операций, которые осуществляет банк. И в блоке инвестиционной деятельности пользователь может увидеть, сколько денежных средств потрачено банком на покупку зданий, сооружений, ценных бумаг или активов, либо получено банком, наоборот, прибыль от их продажи. Какая еще информация о банке является общедоступной и может быть полезна для принятия решения о выборе банка или вкладчику, или, например, тому же инвестору? Кроме всего вышеизложенного, для вкладчика или инвестора должна быть полезная информация, проведенная в примечаниях финансовой отчетности, которые должны быть доступны в банке. Примечание к финансовой отчетности, помимо информации о принципах подготовки финансовой отчетности, содержит информацию о существенных факторах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка. Например, такие факты, как смена акционеров или руководства банка, реорганизация банка, факты резкого увеличения или уменьшения активов или чистой прибыли. Также в примечаниях к финансовой отчетности по итогам финансового года приводится информация о качестве управления рисками в банке, соблюдении банком экономических нормативов, установленных Национальным банком. Таким образом, финансовая отчетность банка, раскрытие к нему финансовых показателей позволяют получить базовую оценку и анализ финансового состояния банка для принятия решений по вкладу денежных средств. В эфире Беренчи радио была программа «Национальный банк сообщает». Напомню, что в программе принимала участие начальник отдела методологии и надзора Национального банка Кыргызской Республики Нургуль Тажбекова. Оставайтесь на волне Беренчи радио.